От уникальных наноматериалов для трансплантации стволовых клеток до климатических изменений, которых стоит ждать уже в ближайшем будущем. В эфире телеканалов «Беларусь-3» и «Спутникова Беларусь-24» специальный выпуск проекта «Наукомания». Накануне Дня белорусской науки, который в нашей стране будет отмечать уже завтра, 26 января, мы познакомимся с еще одной пятеркой авторов научных разработок, вошедших по итогам 2019 в топ лучших. Итак, не переключайтесь, все самое интересное впереди. Хакерские атаки исключены. Создание квантового интернета и компьютеров нового поколения. Сапфиры и кремний. Разработка Академии наук для военной промышленности. И как гаджеты влияют на жизнь крыс. Уникальный эксперимент сотрудников Института радиобиологии. Квантовое вычисление, криптография и метрология – это далеко не все, где может найти применение научная разработка сотрудника Института физики Академии наук. Со знакомства с автором и самой разработкой прямо сейчас и начнем. Классический свет – это свет, например, солнца или теплового источника. Вот такого, например, как эта лампочка. Лампочка накаливания – это тепловой источник света. Чем он плох? Он плох для кодирования информации, потому что волны, которые испускает лампочка, у них существуют шумы, амплитуды и фазы. Эти шумы связаны с тем, что это высокотемпературный источник, и тепловые флуктуации происходят в самом источнике. Вот второй источник, который я вам покажу, это лазер. Вот у лазера флуктуации гораздо меньше. Это полупроводниковый лазер маленький, хороши для кодирования информации, они повсеместно используются. Если у вас дома интернет приходит через оптоволокно, там стоят светодиоды или лазеры такого типа. Эти источники гораздо лучше, чем тепловые, потому что у них шумы очень маленькие. У них шумы находятся на так называемом квантовом уровне. То есть произведение неопределенности фазы на неопределенность амплитуды должно быть равно постоянной планке, деленной пополам. И меньше оно быть не может, это закон природы. И возникает вопрос, можно ли уменьшить шум, например, в амплитуде, сместив ее в фазу. Вот именно это и происходит в нелинейных преобразованиях. Вот таких вот кристаллах, это вот нелинейный кристалл, через который пропускается свет лазера. То есть, когда вот этот лазер с кристаллом устанавливаются последовательно, лазерный пучок проходит через кристалл, и в нем происходит перемещение шума с амплитуды на фазу, или наоборот, или с фазы на амплитуду. В результате мы получаем эффект квантового сжатия. Это такой эффект, когда у светового пучка амплитуда не колеблется, она принимает строго заданное значение. Такой свет может быть использован для квантового кодирования, для записи квантовой информации на такой пучок света. Чем это хорошо? Ну, для передачи информации это хорошо тем, что можно создать систему квантовой криптографии, передавать информацию таким образом, что никто не сможет ее перехватить, потому что свет не шумит, любое измерение квантовой системы, оно вызывает изменения, то есть оно вызывает некий шум, а так как шума изначально не было, то по внесенному шуму можно всегда перехватчика противника всегда можно определить. На этом принципе основана квантовая криптография. Вот этот свет, его можно использовать для кодирования информации, для записи нулей и единиц, так называемые квантовые биты, кубиты. То есть в чем отличие от обычного компьютера? В том, что при кодировании квантовой информации в квантовом компьютере вот этот вот пучок света, он может принимать промежуточные значения между нулем и единицей. То есть, собственно, вот это и дает экспоненциальный выигрыш в производительности. Вопрос, в чем измерять квантовость? Если есть какой-то источник квантовости, вот сколько каких единиц квантовости он производит. В недавней статье, которая была опубликована мной и моими французскими коллегами в журнале Physical Review Letters, мы предложили такую новую меру квантовости поля. То есть мы показали, каким образом можно определить, насколько зашумлена одна из переменных оптического пучка. Если объяснить, в чем это состоит, мы рассматриваем добавление небольшого количества шума к пучку и вычисляем, каким образом меняется физическая величина, энтропия светового пучка. И дальше мы делим превращение энтропии на превращение шума. То есть мы вычисляем скорость изменения энтропии с добавлением шума. Речь идет о микроскопическом добавлении шума, бесконечно малом добавлении. И оказывается, что чем более система квантовая, тем сильнее она реагирует на добавление шума. И это касается абсолютно всех систем. То есть мы получаем таким образом меру, которая позволяет нам измерить в каком-то смысле, насколько система квантовая. Ну
Ну а прямо сейчас будем говорить о научной разработке, в названии которой есть аббревиатура СВЧ. Признаюсь честно, изначально мы были уверены, что речь пойдет о старых добрых микроволновках, но все оказалось не так просто. Давайте разбираться вместе с автором. Евгений Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Викторович Луценко, заместитель заведующего Центра полупроводниковых технологий и лазеров Института физики имени Степанова Национальной академии наук Беларуси, кандидат физико-математических наук, доцент, автор более 600 научных работ, более 20 патентов. Так почему же СВЧ – это не микроволновая печь? Микроволновки базируются на лампах. Мы сделали полупроводниковые приборы. Соответственно, у них совершенно другой объем, размеры, соответственно, и частоты тоже другие. Дело в том, что существует такая группа соединений – тринитриды. Это значит трехвалентный металл и атомик азота. Она отличается очень сильно своими свойствами. Допустим, ширина запрещенной зоны таких соединений от ближней инфракрасной области до ультрафиолетовой. Это что дает? Это значит, что мы можем сделать на их основе приборы, которые будут чувствительны к электромагнитному излучению, в данном случае свету, от инфракрасной области до ультрафиолетовой области. Если мы одно соединение с другим, у которого чуть-чуть разные постоянные решетки соединим, возникает огромное поле на гетерогранице. Давайте я вам нарисую. Давайте. Так будет, возможно, понятнее. Посмотрите, что происходит. Вот у нас, допустим, это галлий-Н. Условно здесь энергию ЕЖ обозначим. Галлий-Н. Если бы это был не пьезоэлектрик, то алюминий БН, он более широкозонный, в ультрафиолете, вот так бы располагался. Но это пьезоэлектрики. И что получается? А получается вот что. Что из-за поля на гетерогранице возникает такая вот потенциальная яма, в которой скапливаются электроны. И мы получаем на этой гетерогранице двумерный электронный газ. Вот, допустим, как-то вот так вот. Размеры которого по полувысоте всего лишь 1 нанометр. Вот этот электронный газ имеет большую подвижность, большую концентрацию. И им очень просто управлять с помощью внешнего электричества. Таким образом и создается транзистор. Если мы посмотрим, что он из себя представляет, то это вот алюминий N. Здесь слой идет галлий N. Здесь вот этот вот газ, мы его обозначим красненьким. И система электродов. Сток и сток, и управляющий электрод. Шотки. Из одного электрода по электронному газу в другой течет ток. Приложили отрицательный потенциал, этот ток перестал течь. Это так называемые хемтранзисторы или полевые транзисторы, как по-русски это принято называть. Что же мы сделали? Мы подняли давление в реакторе, получили примерно на 20 градусов где-то выше температуру при росте галлий-Н и алюминий галлий-Н, и где-то на 100 градусов выше температура при росте алюминий-Н. За счет этого у нас дефектность сразу стала меньше, и мы получили сходу на таких вот структурах одни из самых лучших в мире параметров. Область применения, расскажите. Область применения здесь очень большая. Это то, что мы носим с собой в мобильнике. Это 5G. Это всевозможные радары, заканчивая военными радарами. Дело в том, что вот эти соединения, за счет их такой вот уникальной, они более мощные, чем любые другие конкуренты. И, соответственно, здесь можно прокачивать мощности больше, чем 1 ватт на миллиметр управляющего электрода. То есть получается, что внедрение таких, в общем-то, повсеместно, оно очень интересно.
Но с точки зрения Беларуси это в первую очередь интересно для Минского НИИ радиоматериалов, соответственно, для АФАРов, которые сейчас много куда поставляются. А также такие транзисторы отлично подходят для силовой электроники. Во вторую очередь это интересно для интеграла, и мы сейчас работаем вот по этому направлению. И для обывателя, в чем здесь разница? Очень простая. У вас, допустим, блок питания достаточно большой сейчас, да, вот для компьютера. При переходе на такие транзисторы это будет, как спичечный коробок. Но что касается вашей разработки, испытания уже пройдены или что-то еще планируете добавить, доработать? В кооперации с интегралом и МНИРМом мы создадим гетероструктуры, соответственно, потом транзисторы, которые, собственно говоря, смогут прийти в каждую семью. Будем надеяться. Будем надеяться. Евгений Викторович, желаю вам успехов. Спасибо, что нашли для нас время, пришли к нам на программу. А я прямо сейчас предлагаю узнать, как электромагнитное излучение влияет на репродуктивную способность грызунов. Каждая 7-я супружеская пара в мире является бесплодной, и у 40-50% пар это связано с мужским фактором. Невозможность иметь детей не только показатель здоровья, это и образ жизни, и внешние факторы, одним из которых является электромагнитное излучение от мобильного телефона. Как оно влияет на репродуктивную систему крыс-самцов, во время уникального эксперимента изучала группа ученых из Института радиобиологии в Гомеле. Источник излучения являлся сотовый телефон, подключенный к компьютеру, и работу телефона управляла программа Винтесла. Режимы облучения: 8 часов в день, фракциями по 30 минут, перерыв 5 минут. То есть 8 часов в день работал телефон в режиме разговора. Это наименьшее излучение от телефона, которое возможно. Да? Допустим, при связывании с оператором это максимальное, при режиме разговора это минимальная интенсивность от телефона. В середине зоны стоял телефон, а вокруг 4 клетки. В клетке по 6 животных. Эксперимент проводился в 3 этапа. В первом рассматривали, как электромагнитные волны влияют на молодых грызунов, которые еще не достигли половозрелости. Во второй серии изучали уже хроническое влияние на рождаемость и морфофункциональное состояние 3 поколений. Завершил серию анализ отдаленных последствий. Это здоровье самцов, рожденных от облученных родителей. Нами получены предварительные результаты, исходя из которых мы можем заключить, что воздействие сотового телефона может являться фактором, влияющим на снижение мужской фертильности. В ситуации недостатка знаний о возможных последствиях воздействия электромагнитного излучения от мобильных телефонов нужно придерживаться принципов избегания максимального воздействия электромагнитных полей от гаджетов. Поэтому мы рекомендуем в первую очередь для детей младшего школьного возраста воздерживаться или ограничиться разговорами телефона. Рекомендуем не держать сотовый телефон на поясе или, например, в кармане брюк. Исследования показали, что у следующих поколений нарушается нормальное функционирование сперматогенного эпителия, снижается количество зрелых половых клеток, а также отмечено усиление секреции сперматозоида и ухудшение их жизнеспособности. Уже сейчас ученые начали работу над новым экспериментом, после которого станет известно, как электромагнитное излучение от Wi-Fi роутера влияет на репродуктивную систему. Это «Наукомания», смотрите далее. Исчезнет через определенное время. Биосовместимые материалы для трансплантации стволовых клеток способны подавить опухолевые клетки и создание лекарственных препаратов нового поколения. И как может измениться климат в Беларуси? Мы продолжаем подводить итоги 2019 в науке. У нас в гостях один из авторов еще одной разработки, вошедшей в топ-10. Владимир Янокович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Янокович Агабеков, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси, директор Института химии и новых материалов Национальной академии наук Беларуси, автор более 900 научных работ, в том числе 4 монографий и 110 авторских свидетельств и патентов. Наноматериалы для трансплантации стволовых клеток. Все правильно? Вообще-то да, правильно. Хотя в топ-10 мы вошли как создание матричных структур сетчатых на основе наноматериалов, на основе природного полисаккарида пектина. И уже перспектива – это использование стволовых клеток для
регенеративной медицины. Что такое, тогда давайте разбираться, что же Пектин такое пектин, да? Это строительный материал растений. Он обладает большими сорбционными свойствами. У пектина 3 основных свойства. Он чистит организм, выводит все канцерогены и токсичные вещества. Он не усваивается в жировых клетках. Это биоразлагаемый материал, который, по сути дела, рассасывается в организме без всяких последствий. Вся суть в том, что сделать трехмерную структуру из пектина, который был бы как пористый материал. Это 3D-структура. Вот 3D-структура, вы можете посмотреть. Вот это вот изображение пектина с разными порами. И это позволяет транспортировать либо питательные вещества, либо любые фармацевтические вещества, биологически активные вещества, транспортировка через этот пектин. Что сделать с пектином? Вот это вот покрытие, которое мы получили, пористая пленка на основе пектина. Это вот эта трехмерная структура, на которой, как оказалось, мы можем посадить мезимальные стволовые клетки. Делали эту работу совместно с медицинским институтом под руководством члена-корреспондента Станислава Ивановича Третьяка. Они хирурги, они режут человека. Вы знаете, разрезал, а потом спайки образуются, в общем, тяжело, человек переносит плохо. Он говорит, давайте использовать пектин как противоспаечный материал. То есть сделать как бы прокладку. Это мы ему отдавали вот в таком виде. Это уже после стерилизации, когда простерилизовали. Вот это они вводили как раз в тот разрез. Видите, вот что получается. Вот было, просто ввели. Вот эта спайка все же образовалась. Да. А вот когда мы ввели вот этот свой препарат, видите, никаких спаек. Чисто все зажило. Вот вам и эффект. Мы подумали, а может быть, сделать его не только как противоспаечный, но сделать его и как еще регенеративный. И вот тогда, значит, пришли к выводу, давайте попробуем на них нанести стволовые клетки. Ну вот стволовые клетки, они разного цвета. Да, я вижу. А это от размера серебра зависит, который мы получили, наночастицы серебра. А они изменяются там в нанометрах. Вот эти стволовые клетки стали наносить на вот эту трехмерную сетку. Вот вы видите, вот посмотрите, вот эта трехмерная сетка, и вот эти вот стволовые клетки нанесены. Вот они. Отдельная стволовая клетка, которая нанесена на это. И когда мы ввели наночастицы, это показало, что да, действительно, еще быстрее идет заживание, еще быстрее проходит лечение. И они очень перспективны не только для брюшной полости, не только как противоспаечная система, но и как наращивание или как продолжение или лечение, или профилактика, или усиление, может быть, так сказать, соответствующего органа, который уже начинает стареть или начинает выходить из строя. Владимир Ленохович, я предлагаю нам буквально на несколько минут прерваться. Раз уж затронули тему лекарственных препаратов, я предлагаю посмотреть прямо сейчас небольшой сюжет о лекарствах нового поколения. В борьбе с раком современная медицина предлагает так называемые таргентные препараты, где специфические молекулы воздействуют на опухолевые ткани. Созданием такого лекарства занималась группа ученых из Института биоорганической химии. Это была комплексная работа, которая заключалась в себе несколько подходов. Первый подход – это было молекулярное моделирование, когда мы взяли и сконструировали достаточно большую базу аналогов известных препаратов, взяв их как бы за основу для того, чтобы создать свои оригинальные препараты. Это была большая база, больше 500 оригинальных соединений, которые далее компьютерными методами уже отбирались и фильтровались и смотрели, как они взаимодействуют именно с определенным ферментом, в частности с тирозинкиназой или тирозинкиназовыми подобными белками. После прохождения нескольких стадий фильтрации в базе осталось 25 молекул. Следующим этапом был синтез этих соединений. Когда мы уже имели в руках вещество, с которое можно исследовать, то дальше мы приступили к его биологической оценке. Мы посмотрели, во-первых, как он взаимодействует с клетками опухолевых соединений, и нашли ряд соединений, которые обладают очень хорошей активностью.
Из-за того, что опухолевые клетки становятся устойчивыми к препаратам, некоторые из них перестают действовать. Ученые в составе химического соединения создали оригинальную молекулу, изменили ее геометрию, она стала более плоской, за счет чего хорошо располагается в активном центре опухолевого фермента. Механизм их действия заключается в том, что они действуют на специальные ферменты, которые называются протеинкиназы. Биологическая роль этих ферментов заключается в том, что они передают сигнальные процессы внутри клетки и снаружи клетки, тем самым как бы говоря клетке, что нам нужно делиться. При этом сам организм не может контролировать их деятельность. Именно поэтому происходит развитие заболевания. Ну, а вот возвращаясь к вашим исследованиям, к вашим разработкам, я так понимаю, что это дело не одного и даже, наверное, не 5 лет. Эта работа началась, я сейчас скажу, с программы «Конвергенция», которая у нас в Академии наук проводится, и она достаточно успешно осуществляется. Я приверженец того, что нужны не только междисциплинарные исследования, но и межведомственные исследования. Вот сейчас мы очень большие у нас работы, тоже с медиками мы проводим, это с профессором Адзериха, по использованию липосом как контейнеров для артериальной и венозной крови, для уничтожения бляшек. Вы знаете, что холестерин, утолщение происходит кровеносного сосуда, потом вдруг ни с того ни с сего человек как будто чувствует себя хорошо, бляшка отрывается и летальный исход. Поэтому вот доставка пролонгированного действия, то есть во времени оно должно, это лекарство, поступать, целенаправленно поступать для того, чтобы рассосать холестериновую бляшку. Вот для венозной крови мы уже это сделали. И то же самое, по сути дела, для других лекарственных препаратов, вот, которые делаются, это совместно с Институтом биоорганической химии, сделан противосердечный препарат. Вот этот противосердечный препарат, мы его закапсулировали. Но вы не думайте, что это капсулы, которые во рту стоят огромные. Это нанометровые, вы их не видите, они же в коллоидном состоянии все. Одно из основных направлений – это целевая доставка лекарственных препаратов пролонгированного действия, создание скаффолдов, носителей. Владимир Enokovich, я желаю вам успехов в вашей нелегкой, но такой интересной работе. Ну а прямо сейчас узнаем, что в ближайшем будущем может случиться с нашим климатом. Планирование будущего. Именно этим занимается Ирина Данилович, ведущий научный сотрудник Центра климатических исследований Института природопользования Академии наук. На основе математических методов она изучала изменения климата и гидросферы. Наше исследование проводилось международной командой ученых. Это прежде всего представители Государственного гидрологического института Российской Федерации, а также известного на мировом уровне климатолога профессора Павела Гройсмана. Команда сформировалась благодаря нашей активности в рамках международного мультидисциплинарного проекта по изучению окружающей среды. Его название на английском Baltic Earth или Балтийская земля. В рамках проекта исследовались гидроклиматические особенности западной части восточноевропейской равнины, которая включает территорию Беларуси и России. Для анализа были взяты данные за последние 70 лет, начиная с 1945 по 2015 годы. Прогноз сделан вплоть до 2100. Мы предлагали разные сценарии концентрации парниковых газов, которые активно используются при подготовки оценочных докладов различными международными комиссиями. То есть мы предлагали 3 варианта развития событий. И затем эти данные, климатические расчетные на будущее, мы использовали в качестве входных данных для гидрологического моделирования и смотрели, как будет изменяться режим рек. Сдвиг начала зимы, частые оттепели в это время, раннее начало весны с достаточно устойчивой погодой длительное время, а затем резкое потепление и приход лета напрямую влияет на экономику. С одной стороны, сокращается период отопления, а значит меньше расходуется энергии. Раньше можно высаживать яровые культуры, они быстрее и лучше созревают, но вместе с этим есть и негативные последствия. Прежде всего, это увеличение повторяемости экстремальных или опасных явлений, таких как засухи и выпадение экстремальных осадков.
усиление пожарной опасности в лесах и на торфяных болотах, увеличение вероятности размножения вредителей леса, понижение уровня грунтовых вод, ослабление закалки растений, распространение различных заболеваний вследствие теплых зим. Ожидается, что средняя температура в нашей стране будет продолжать повышаться, в первую очередь за счет роста минимальных температур. Однако резких климатических изменений ждать не стоит. Что же касается водного баланса, он останется примерно на том же уровне. В эфире была «Наукомания» и я, Екатерина Берецкая. От себя лично и от всего коллектива программы поздравляем всех ученых с Днем белорусской науки. Официально праздник уже завтра и желаем, конечно же, новых открытий. А мы обещаем о них обязательно расскажем. До встречи на телеканалах «Беларусь-3» и спутниковом «Беларусь-24».